По поручению президента страны Владимира Путина ведется большая работа по развитию перечня опорных населенных пунктов. Ускоренное инфраструктурное развитие позволит обеспечить сельских жителей достойным уровнем образования, доступной медицинской помощью и услугами в сфере культуры и спорта, что в конечном итоге повысит качество жизни сельского населения и обеспечит, что население нашего улуса или вообще сельских населенных пунктов будет увеличиваться. При поддержке правительства Республики Саха-Якутия и по решению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Бердыгостянская сельская агломерация определена пилотной территорией в целях разработки и реализации долгосрочного плана социально-экономического развития опорного населенного пункта и прилегающих территорий, начинающих с 2025 года. Всего по Российской Федерации из каждого субъекта выбран одна агломерация. Значит, с республики только мы выбраны пилотной территорией. С октября 2023 года проведена большая работа по сбору анализу фактических данных по демографии, экономике, обоснованию плановых мероприятий. Тут принимали участие, конечно, все наслега Министерства экономического развития нашей республики и наш республиканский агропромышленный университет АГАТУ. И как сказал наш глава, 17 июня мы отправили полный пакет документов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. В итоге нами был разработан пространственный анализ инфраструктуры и структурных мероприятий Бердыгостянской сельской агломерации, который показывает наше географическое удобное положение, наши демографические показатели, экономику нашей сельской агломерации и наш вклад, место и вклад сельской агломерации в экономике региона. Всего, как сказал Никита Викторович, у нас долгосрочный план развития включает 113 мероприятий на сумму 25 миллиардов 754 миллиона рублей. Из них в опорном населенном пункте планируется 58 мероприятий на сумму 20 миллиардов 645 миллионов. Я хочу показать таблицу с нашими проектами. Ну вот, тут в пространственном анализе у нас характеристики по направлениям, какие у нас фактические данные сейчас и что мы планируем до 30 года. Но я коротко хочу рассказать общую структуру. У вас видно, да, нормально? Очень. Всего по Бердыгостянской сельской агломерации у нас планируется строительство 5 объектов образования, 3 объектов физкультуры и спорта, 9 объектов коммунальной инфраструктуры, 4 объектов дорожной инфраструктуры и 2 объекта социального обеспечения, 3 объекта жилищного строительства, 10 мероприятий по реконструкции, 4 мероприятия по капитальному ремонту и 10 мероприятий по ремонту дорожной инфраструктуры. Также в долгосрочном плане развития у нас обозначены инвестиционные проекты, которые были обозначены с текущими планами наших предпринимателей и проекты, которые не раз звучали в пожеланиях от населения. Всего обозначено 52 инвестиционных проектов, из них в опорном населенном пункте, то есть в селе Бердыгостян, 23 проекта на сумму 2 миллиарда 900 миллионов. С 2025 года планируется 32 проекта, из них в опорном населенном пункте 10 проектов. Это проекты в сфере сельского хозяйства, услуг, развития и туризма. По итогам реализации проектов и параллельных инвестиционных проектов на территории планируется создание 517 новых рабочих мест. Из них в опорном населенном пункте 421. У меня коротко все об общих проектах. Вот у нас всего 113 мероприятий и все в опорном населенном пункте 58 мероприятий. Вот список наших мероприятий в опорном населенном пункте. Мы все данные передадим для разработчиков. И окончательную этот слайд мы разместим на сайте, чтобы все могли посмотреть, какие проекты туда включены. И долгосрочный план развития, он
подразумевается как стратегический документ, он будет изменяться по мере времени, и туда будут вноситься изменения. Поэтому дальнейшая работа все равно продолжится. В июле должно быть известна дальнейшая работа, и должны быть утверждены порядки и документы на уровне правительства Российской Федерации. Сейчас пока документов, регулирующих долгосрочный план развития, ждем.